Узников Кремля Юрия Солошенко и Геннадия Афанасьева сегодня выписали из больницы. Они прошли курс стационарного лечения. Крымчанин Афанасьев продолжит курс реабилитации. Подробнее в сюжете. Здравствуйте, Олечка. Оба украинца после пыток Кремля стали родными. Их палаты находятся напротив. Юрий Солошенко приглашает к себе. В тюрьме это называется шконка. Я сам не знал, когда мне сказали, что я думал нары, а оно оказывается шконка. Так сочетесь накрывать. Полтавчанин рассказывает, был директором завода, который работал с Минобороны России. Его слил полковник, который был заказчиком предприятия. Пригласил в Москву испытать изделие. Там его сразу и арестовали. Обвинили в шпионаже. Делиться с сокамерниками проблем не было. Они были уважаемые люди. У меня же были серьезные сокамерники. И был доктор наук, был 2 доктора наук. У меня в камере 2 человека. 10 квадратных метров. В Лефортово мы сидели. Начальника больницы говорю, так я для вас больной или зэка? Ну, это высокие слова. Видно, ты со мной молодой парень, ты сразу завел меня к себе. Ты знаешь, что у тебя рак? Еще ничего не знал, никаких анализов, ничего. Он мне так в лоб бах. Думал, что я сразу в обморок упаду. А я вам скажу, что на фоне вот этой несвободы, этой тюрьмы, никакой рак, ничего не страшно, абсолютно не. Уже скоро он встретится с женой, с которой прожил 54 года. Из них 2 выпали в тюрьме. Внуки приготовили дедушке стих. З тобою проводити час, я тебе дуже люблю, чекають на тебе всі, люблячий тебе Іван, це мій середній. Жду отъезда домой, жду встречи с женой. Я ее не видел почти 2 года. Я с ней расстался на 1 день, и вот почти 2 года мы не виделись. Самая большая боль была, это то, что я жену оставил, то, что внуки мои растут без меня, что это же такая прелесть, когда ребенок развивается, и ты это видишь каждый день. Юрий Данилович очень много времени проводит с Геннадием. Пришел проведать и сейчас. Я тебя разумею. Скоро наши муки закінчаться, и мы поедем по домам. На кровати у Геннадия флаг Украины. Сам он в футболке с трезубом. Разговаривает только на украинском. Говорит это принципиально. Уже послушал океан Эльзы, теперь на очереди Джамала. Коли дістануся до плеєру чи до чогось, я хочу послухати пісню, яка виграла Євробачення. Джамала. Про 44-й рік. Цю історію я дуже добре знаю. В Кримському театрі «Карман» там збиралися кримські татари. Дуже багато старих людей, які згадували. Дуже багато було на кримсько-татарській мові, я не все розумів, але я все відчував. Геннадий вспоминает о пытках, рассказывает, сидел в самой страшной колонии в Коме, которая похожа на зоопарк. Там не было где присесть, лежать запрещено. Это единственный такой барак на всю территорию России. Сейчас больше всего переживает за судьбу других политзаключенных. Перш за все, я хочу включитися до боротьби за 29 в'язнів політичних. Та після того, що я побачив, що коїться на фронті, в мене щемило серце. Я вважав, що я зовсім не страждав, коли я бачив тих молодых хлопцев, які гинуть, які страждають. Рядом с ним постоянно мама Ольга и близкий друг Алим. Все, что он захочет. Я думаю, что и образование он будет продолжать, я думаю, что будет заниматься, может быть, общественной деятельностью, волонтерской деятельностью. Но это только зависит от него. Я всего лишь мама. Он взрослый человек и решает сам. Может быть, временно, не знаю, но у меня там мама уже в возрасте, поэтому да, конечно, я буду выезжать в Крым. Хочет посмотреть кино, хочет прогуляться, ходить в музеи, смотреть на прекрасное, ходить в кино, как советуют врачи, просто отстраненно, просто занять чем-то. Хотя у него сейчас есть такое состояние, что он считает, что он сидит без дела, и вот эти 3 дня он опять ничего не делает, как и не делал 2 года, сидя в колонии, и у него это давит немного. Мы будем как-нибудь справляться с этим. Тюрьма подкосила их здоровье. Диагноз медики не называют, говорят, это врачебная тайна. Стационарное лечение они уже прошли, теперь реабілітація. Зараз ми їх виписуємо на амбулаторне лікування та реабілітацію.
Але ми будемо з ними в подальшому контактувати, і вони ще до нас повернуться через деякий час. Це буде залежати від швидкості їх відновлення. Оба говорят, в тюрьмах их спасала только вера. Вера в то, что вернуться домой. Эльвина Сейтбулаева, Наталка Калинка, Эльдар Исматов. Заман, АТР.